этом видео хочу поговорить о наглых барыгах. А для начала хочу вам представить спонсора сегодняшнего ролика. Народ, кто хочет получить PlayStation 5 по максимально низкой цене? В следующий понедельник можно будет получить в любом городе. Вот в чем фишка. После выходных начнется киберпонедельник, и онлайн-магазины проведут массовые бесплатные раздачи товаров. В течение всего дня каждые 10 минут будут открываться ссылки на приватные страницы с новым товаром. Первые 1000 человек, которые успеют положить его в корзину, заберут его почти со 100% скидкой. Раздавать будут до хрена всего. Самые новые ноутбуки, смартфоны, игровые приставки, колонки, наушники, мониторы и многое другое. В течение дня раздадут более 10 тысяч позиций. Ссылки на эти страницы будут спрятаны по сайтам магазинов, их надо искать. Но вот вам читы. В этом году телеграм-канал по блату подключил всю команду, которая будет первыми находить эти ссылки и выкладывать на свой канал. Вам остается только перейти как можно быстрее и успеть забрать товар в корзину. И он ваш бесплатно. Всего в один клик. И так каждые 10 минут. Можно набрать техники на десятки тысяч, если не тупить. В прошлом году половину товаров разобрали именно через этот канал. Ссылку на него я оставил в описании, не пропустите. Этот день бывает только раз в году. Идея для этого ролика пришла мне абсолютно спонтанно. Сейчас расскажу историю, которая произошла со мной, а также с моим другом с канала Мерзость, который, кстати, раньше меня снял про этот ролик. Так что смело можешь бежать и обвинять меня в плагиате. Все равно сразу в бан полетишь, потому что это мой канал, и я буду делать тут все, что, сука, захочу. Ну и плюс к тому, эта история, как я уже сказал, коснулась нас обоих. Поэтому мы оба имеем право снять про этот ролик. Так вот, значит, договорились мы с Мерзостью. Братан, извини, что я тебя так называю, но это твой никнейм на ютубе. Встретиться возле метро Водный стадион. Это вот здесь, чтобы вы понимали. Он приехал раньше и отправил мне в телеге свою геолокацию. Как говорил Хабиб, send me location. Сначала телега геолокацию не отобразила, и я ему написал еще раз, чтобы он мне сказал, где он находится. Он мне скидывает фотку и пишет: меня тут на бабки разводят. Я уж подумал, там что-то серьезное, и поспешил к нему. И когда я пришел, то вижу такую картину. Стоит, значит, мой друг, а рядом с ним какой-то нерусский мужик. Не буду называть национальность, так как нет плохих наций, есть плохие люди. И он моему другу стоял и впаривал наушники AirPods Pro. И настойчиво твердил, что, мол, вот, братан, под оригинал сделанный 100%, вообще от оригинала не отличишь. А прикол весь в том, что я знаю, как звучат оригинальные AirPods Pro. У меня есть такие у друга. И я попросил у него эти AirPods, вставил их в уши и попросил Мерзость включить какую-нибудь музыку. Тот включает, и вот что я слышу. Я, конечно, не звукорежиссер и не знаю, как конкретно это называется, но знаете, есть такая херня, когда на каких-то бичевских наушниках громко слушаешь музыку, слышишь такие частоты, которые как будто колят твои барабанные перепонки. В общем, я не знаю, как это правильно называется. И после этого жутко болят уши. И одев эти AirPods Pro, я почувствовал то же самое. Конечно же, звук максимально отличался от настоящих наушников AirPods Pro. Я тут же сказал Мерзости, мол, у тебя уши будут болеть после этого, не бери их. Но он все же купил эти наушники за 2000 под предлогом того, что толкнет кому-нибудь их за трешку. Но вы бы видели лицо того барыги, который все это ему толкал. Мол, братан, я почти в ноль тебе эти наушники продаю, их себестоимость 1800. Братан, ну накинь хотя бы 200 рублей, мне кушать нечего. И тут, как выразился мой друг, уже после этой ситуации: да меня ебешь, что тебе там покушать не на что. Ты сам до меня доебался, а теперь еще что-то просишь. Ну да ладно, в общем, купил он у него эти наушники за двушку, мы посмеялись, отошли от него, и вот просто, чтобы не спиздить, только мы перешли дорогу, мы не прошли даже и 200 метров. И тут же на нас уже нападает другой барыга, который также пытается нам продать AirPods. Я так там начал угорать, что Мерзость тогда, когда с ним общался, еле сдерживал смех. А когда мы ему сказали, что мы уже купили AirPods у другого барыги, что вы думаете, он начал делать? Правильно, пытаться нам затереть еще одну пару за косарь. Только уже не AirPods Pro, а обычные AirPods. Мы ему сказали: все, братан, удачи, нам ничего не нужно. Он как понял, что на AirPods ему нас уже не уломать, начал клянчить у нас 100 рублей на шаурму. Мерзость сказал ему, мол, братан, удачи, мы не будем тебе никаких денег давать. И вот знаете, что меня больше всего поражает? Это их наглость. Ладно еще попрошайки, которые сидят на картонке и просят подать им на покушать. Эти же в наглую подходят к людям и клянчат у них деньги. Я вот одного не понимаю, какого хера на севере Москвы так много барыг? Мне кажется, это потому, что на севере Москвы осталось гораздо больше всяких рынков и точек, торгующих разным фуфлом. Потому что я вот, например, живу в Южном округе, но я еще ни разу подобного говна здесь не встречал. И вот именно нам с Мерзостью так повезло, что мы встретили двух барыг одновременно. Сука, 10 метров не прошли, как к нам подошел такой же барыга с теми же самыми AirPods'ами. Но это еще ладно, потом мне Мерзость рассказал, как к нему изначально подошел тот первый барыга. Сначала он просил денег на дорогу, якобы он не может уехать на родину. Потом он начал за 3 косаря толкать ему поддельные AirPods первого и второго поколения, которые, сука, даже не включались. И только потом уже за 2000 продал ему поддельные AirPods Pro. И то клянчил больше, мол, якобы он практически выгоды с этого не получит. Давайте вообще разберемся, откуда в нашей стране произошли барыги и почему именно в СНГ их настолько много. Виноват во всем, как обычно, Советский Союз. Вы, наверное, тоже ждете вот эту вставку. Шо? Опять?
Именно так есть и именно так и будет. В этой нищей обоссанной стране существовала такая вещь под названием плановая экономика. То есть это такая система, при которой все производство находилось в руках государства. И за частное предпринимательство была отдельная статья сроком на 5 лет. И разумеется, эта конченная плановая экономика не могла удовлетворить реальные потребности населения. И поэтому хороших продуктов, одежды, других бытовых предметов не было нигде, и за ними приходилось ездить в Москву. А про бытовую технику, автомобили, мебель я вообще молчу. За этим нужно было стоять в очереди порой не один десяток лет. И даже когда в СССР появились какие-то импортные шмотки, например, с той же Югославии, то за ними выстраивалась чуть ли не километровая очередь, потому что отечественное производство было дерьмовым. Сука, за шмотками, при том, что на Западе люди даже понятия не имели о том, что за вещами может стоять какая-то очередь. Я не имею в виду какие-то премьеры новых коллекций. А то у нас Стасик, как просто недавно говорил, что он рядом с аэропортом видел такую же очередь в магазины Nike. Ну просто, Стасик, вот в чем прикол. Одно дело очереди на какие-то крупные премьеры, где собрались фанаты этого бренда, а другое дело огромная очередь просто на хорошие шмотки, которые сейчас можно купить в любом спортмастере. А в СССР, разумеется, это считалось дичайшим дефицитом. Пиздец, я до сих пор в ахуе с того, насколько же жизнь в совке была убогой. И, разумеется, существовали те, кто по каким-то своим связям мог достать какие-то дефицитные вещи. А поскольку так называемая спекуляция в СССР была под запретом, то эти люди действовали, как это называлось, из-под полы. То есть, например, в туалетах ГУМа пытались продать простым советским оркам втридорога какую-то импортную шмотку. Либо подходили к людям в очередях с пакетиком и тихонечко говорили: хотите купить платьице? Сука, какое же убогое было государство. У меня прям зла не хватает банить мамкиных совкадрочеров, которые пишут: вот, в СССР было лучше. Сука, за обувью нормальной, которую ты сейчас можешь купить, дойдя до любого ТЦ, огромные очереди выстраивались. Адидасы сраные считались дефицитом. И то адидасы это я еще загнул. Просто хорошая обувь дефицитом считалась. Чем тебе, блять, там лучше было, дебил малолетний? Господи, спасибо кому угодно, что вот это вот говно развалилось. Ну так вот, и таких людей, которые продавали что-то из-под полы, стали называть барыгами. А зарабатывали они в то время очень даже неплохие деньги. Пользуясь, во-первых, доверчивостью граждан, а во-вторых, тем, что практически все более-менее качественные вещи были в дефиците. В 90-е, когда в нашей стране стали появляться импортная обувь, импортная техника, а также массово стали заводиться подделки из Китая, барыжничество так вообще достигло своего пика. Всяких плебеев, которые пытались толкнуть тебе на улице какие-нибудь паленые адидасы или какой-нибудь магнитофон, который даже не работает, можно было встретить чуть ли не в любом людном месте. Но годы шли, импортные товары становились все более и более доступными, появился интернет и сайты по перепродаже наподобие Авито, и уличные барыги стали потихоньку вымирать как вид. Но все равно такие экземпляры, которых мы недавно встретили, до сих пор встречаются. И причем встречаются довольно часто. Скажу вам так, задача барыги это просто-напросто что-то купить подешевле, а потом перепродать подороже. Им вообще насрать, что перепродавать, им главное навариться. Например, один раз ко мне вообще подошел на улице барыга и предлагал купить колбасу «Красная цена». Да-да, вы не ослышались. Ко мне на рынке подошел барыга и предложил купить колбасу «Красная цена» за 100 рублей. При том, что, если я не ошибаюсь, она, во-первых, в пятерочке даже стоит дешевле, чем 100 рублей. А во-вторых, я посмотрел ее срок годности и увидел, что она на неделю как просрочена. Идеальная схема: подобрать на помойке возле пятерочки просроченную колбасу, а затем пытаться толкнуть ее за 100 рублей на каком-то рынке. И реально же такие дебилы до сих пор существуют. Вообще, барыжничество это, как по мне, особенность чисто русского менталитета. Ведь это у нас особенно развита жажда легких денег, не желая что-либо делать своими руками или мозгами. Поэтому скажем спасибо перекупщикам PS5, которые за день скупили все консоли, да так, что они стали дефицитными, и теперь толкают их втридорога. Либо же я знаю, что подобные схемы очень распространены в магазинах брендовых шмоток. Например, когда какой-нибудь The North Face выпускает новую коллекцию, и тут же находятся барыги, которые с помощью ботов скупают все шмотки в определенных магазинах, а потом перепродают их на каких-то своих площадках, где они даже не платят налоги. И как же с этим бороться, спросите вы? Да все очень просто. Никогда, ни в коем случае ничего не покупайте у всяких барыг, которые пытаются вам что-то толкнуть. Ведь подумайте сами, если бы у барыг ничего не покупали, то они бы давно уже прикрыли свой бизнес. Например, если бы у перекупщиков на Авито не покупали новые PS5, то этот еблан так бы и сидел со своими 20 коробками PS5 у себя дома. Покупайте любые брендовые вещи, любую технику только в лицензированных магазинах, либо же из рук в руки. Но ни в коем случае не у барыг втридорога. И никогда не ведитесь на то, что вам пытаются втюхать всякое поддельное говно и продать его якобы под предлогом оригинала. Например, был у меня один знакомый, которому один барыга предложил обменять новый iPhone 11 Pro Max, тогда еще когда он только вышел, на его старый Xiaomi. И тот поменял, а в итоге, когда пришел домой и вскрыл коробку, понял, что это сраный лагающий кирпич на андроиде. И вот он даже не подумал, что какая выгода какому-то чертополоху отдавать свой iPhone, причем новый, в обмен на какой-то старый Xiaomi. В общем, ребят, не будьте дураками, и прежде чем кому-то отдать свои деньги, тщательно проверьте, за что вы их вообще отдаете. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео.